7 часов 48 минут. Мы продолжаем делиться с вами самой полезной, актуальнейшей информацией на сегодняшний день. Какой, еще раз повтори? Актуальнейший. У нас в гостях пресс-секретарь Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Елена Зиннатульна и начальник Центрального поисково-спасательного Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Денис Габдрахимов. Все выговорила. Люди Доброе утро. Здрасте. Ну что, сезон грибов. По грибы в лес ходите? Это про вас информация сейчас будет. Ягоды собираете в лесу? Тоже внимательно послушайте, пожалуйста, потому что мы переживаем за безопасность каждого жителя Республики Башкортостан, что теряются. Да, действительно, в этот период тысячи людей устремляются в лес. Кроме того, наша республика уникальна природой и привлекает большое количество туристов. Только на этой неделе в систему 112 Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям поступило 7 обращений о потерявшихся граждан. Этой неделе, сегодня только четверг, то есть будни, да, мы считаем, с понедельника по четверг 7 обращений о потерявшихся людях. Да, к сожалению, 7 из них были найдены, а одна женщина в Белорецком районе потерялась только вчера, поиски ее будут сегодня продолжены. Да вы что? Ой, у меня мурашки по коже. А это как-то это местные жители, то есть они живут вот местные как? Сколько мы ходили за грибами? Пошли в район весь знаешь, лесок вроде знаешь. Ой, потеряйся. Но да, но нет, бывало, что мы тоже плутали по лесу, но как-то дорогу находили. Там какие-то, знаешь, супер ритуалы или какие-то корневища. Вот именно такие люди, которые считают, что знают свой ареал, скажем так, очень хорошо, вот именно они и теряются. Вот. Женщина, которая потерялась, сколько ей лет? Может быть, в силу возраста? Вот, кстати, есть какая-то статистика, кто теряется чаще всего? Женщины, мужчины, люди в возрасте, наверное, Денис? Контингент вообще грибников – это, конечно, люди уже старшего пожилого возраста. Вот, в частности, эта женщина, она 64-го года рождения. И статистика показывает, что в основном это, конечно же, люди вот такого старшего возраста. 64-го, но она же, ей 50 плюс, ей, по-моему, 56 лет. Да, она молодая вполне. То есть она ушла в лес, и ее сегодня продолжат искать. Она ушла в лес вместе со своей дочерью. Вот, они разделились в определенный момент. И... Дочь вышла. Да, и в итоге вот сейчас... я думаю, что все будет хорошо. Спасатели Госкомитета обязательно найдут. А есть какая-то не методичка, как есть какое-то правило, что ли, я не знаю, внегласное, гласное? Сколько продолжаются поиски, сколько на это выделяется времени? В течение скольких дней человека можно найти в лесу, и он будет жив-здоров? Поиски продолжаются до победного конца. То есть, если это уже на самом деле в месяцы не перешло, бывали случаи, когда действительно не находили, но это единичные случаи. А в основном всегда мы работаем до победного конца. В любом случае мы находим человека. А сколько дней человек может в лесу продержаться, так скажем? Вот по максимуму, если брать. Все зависит вообще от физического состояния, да, и от того, насколько человек подготовлен, на самом деле. Вот, как он подготовился к походу в этот лес, что он с собой взял, и как он знает вообще свой населенный пункт, скажем, лес. Как правильно вести себя в лесу? Да, кстати. В первую очередь, я, наверное, хотела сказать рекомендации, что перед тем, как отправиться в лес, нужно обязательно оповестить своих близких и родных, куда вы отправляетесь и насколько. Далее обязательно... Куда не просто сказать, я в лес пошла, а вот прям... Да, прям определенную геолокацию. Обязательно изучить местность, куда вы отправились. Далее обязательно нужно зарядить телефон, если вы заблудились, вы можете обратиться в службу 112 и попросить о помощи. А что, если связи нет? Или 112? 112 работает и без связи, и при отрицательном балансе. Серьезно? Это большое преимущество системы 112. Пожалуйста, друзья, запомните эти 3 заветные цифры. 112 работает при отрицательном балансе, при отсутствии связи вообще где-либо. Выходите с заряженным телефоном. 112. А я, как дурак, всю жизнь набирал
службу спасения 911. Никогда не дозванивался. Ну почему у меня не работает ничего на телефоне? Человек. Итак, Лен, мы прервали, извини, пожалуйста. Обязательно нужно надеть яркую одежду, это какую-то красную, желтую куртку, а то у нас люди любят надеть вот этот камуфляж зеленого цвета. Естественно, спасатели спасатель осложняет, как бы если человек будет в ярком, то поиски найти человека будет проще. С собой обязательно нужно взять нож, спички, запас воды и продуктов. Если вы пользуетесь лекарствами, то это прежде всего касается пожилых граждан, то обязательно нужно с собой взять медикаменты. А ночью, вот, например, что? Вот случилась ночь. Если все-таки человек потерялся, потерялся в лесу, есть вот этот набор, да, Денис? Я на самом деле хотел бы вот тоже добавить, да, надо перед тем, как вы собираетесь, в том числе за грибами, необходимо задуматься, что со мной произойдет, если я вдруг окажусь в лесу ночью, да? К примеру, необходимо все-таки, наверное, взять фонарик небольшой, потому что передвижение в лесу ночью невозможно ни при каких случаях, если у вас нет какого-то, скажем, фонаря. Да, то есть вы встанете, в лучшем случае вы разожгете костер и будете сидеть ждать спасателей. Это наиболее благоприятный вариант. Если у вас спичек нет, то вам будет очень некомфортно находиться в лесу. Что еще? Вот мы уже в лесу. Что еще? Фонарик есть, значит, мы... нет, вообще ночью стоит ли передвигаться? Мне кажется, надо сесть и сидеть. Вот тут, понимаете, нам люди пишут в WhatsApp. Свисток нужно взять, кто-то советует, да, он же маленький. Кто-то спрашивает, а на дерево нужно залезать ночью? Ну, вообще, не надо терять... Я полез. Не надо терять самообладание ни в коем случае, да, то есть надо принять все меры, чтобы переночевать спокойненько, сделать себе какой-то костерочек, обогрев, водичку скипятить, чаек заварить и ждать спасателей, когда они прибудут. В любом случае мы прибудем, и вас обязательно... Нет, как в облегчить этом же есть немножко логики, как я понимаю. Человек залез на дерево, а можно же ведь осмотреть территорию, посмотреть, хоть как-то высоко ты залезешь? Да. Ты, да, понятное женщина дело, что женщина 56 лет. Да, кстати, мы с Еленой перед эфиром только что обсуждали. Один из погибших, который вот на этой неделе погиб мужчина в лесу, он также ходил за грибами, на него просто упало дерево. Вот, то есть в случае, если вы залезете на дерево, можно травмироваться, поэтому не стоит этого делать ни в коем случае. Да. Как облегчить вам поиски? Яркая одежда, Лена уже сказала. Костерочек. Да. Костерочек, может быть, дымочек, может оставлять какие-то метки на деревьях. Или нужно сесть в одном месте, сидеть и ждать и не ходить по лесу? Сейчас вот век цифровых технологий, да, у всех есть сотовые телефоны. Это вот значительно облегчает задачу спасателям в том числе. То есть вы помимо того, что можете скинуть геолокацию свою, то есть научиться пользоваться сотовым телефоном, можете напрямую спасателям все это отправить. Но это если есть связь. Ну, в большей степени случаев она всегда есть. И даже случались такие ситуации, что спасатели просто по телефону выводили людей из леса. То есть они, вот я насколько знаю опыт белорусских спасателей, они выводят, человек вышел на линию электропередач, подошел к определенному столбу линии электропередач, подошел к соседнему. Ему сказали, двигайся в этом направлении через... Его как-то там увидели, да? Нет, не увидели, просто по телефону. У нас есть соответствующие материалы, мы знаем, где какой столб находится. Они пронумерованы еще, да, плюс ко всему, столбы-то. Да, и, соответственно, ему говорят, иди 200 метров, скоро там увидишь спасателей, они к тебе прибудут таким образом. Ну и очень коротко, Лен, прям вот одно предложение. Отравление грибами. Тоже частые случаи, тоже к вам, что отравился, алло, 112, спасите меня. Да, к нам тоже можно обратиться. С помощью 112 можно вызвать медицинскую помощь. Вот по данным Роспотребнадзора уже было за 7 месяцев зарегистрировано 10 таких случаев отравления грибами. Недавно эти случаи еще дополнились. В Абзелиловском районе отравилась грибами целая семья. Там отец, получается, с 2 детьми проживал, 6-летней дочкой и 2-летним сыном. Сходил в лес, набрал грибов, решил приготовить их на ужин. И, к сожалению, ночью им стало плохо, дочку спасти не удалось, а 2-летний ребенок и отец были направлены в больницу. Они живы-здоровы, сейчас с ним все хорошо? На данный момент они находятся в больнице, живы-здоровы, все нормально. В основном такие несчастные случаи, конечно же, происходят из-за того, что просто-напросто граждане не могут определить, съедобный это гриб или несъедобный. И в вторую очередь это неправильное приготовление этих грибов. Также люди собирают перезрелые грибы, либо грибы, которые находятся около дороги, они впитывают ядовиты, которые могут быть смертельно опасны для жизни. Не знаете, друзья, лучше не лезьте в эти дебри. Да, будьте аккуратны.
аккуратный, пожалуйста, чтобы вот с Денисом в лесу не встречаться. Это моя Так же, как с медведем. Да, с медведем. Вам спасибо, вам как можно меньше работы, вам бдительности и здоровья. И вот сейчас хочется вот именно в этот момент сказать: берегите себя и своих близких.